Урок 11. Терпение и труд все перетрут. Упражнение 1. Собери пословицу. Берілген сөздерден мақал-мәтел құрастыр. Берілген сөздер: без труда и рыбку из пруда не вытащишь. Получается пословица: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Еңбек етсең ермей, тояды қанның тіленбей деген сияқты еңбексіз ешқайда қадам жасай алмайсың. Еңбек бірінші орында тұру керек. Упражнение 2. Послушай. Две лягушки. Попали две лягушки в кувшин с молоком. Стали они грести лапками, чтобы не утонуть. Гребут, гребут и никак не могут выбраться из кувшина. Устали лягушки. Одна лягушка решила, что ничего не получится. Тут силы ее покинули, и она утонула. А вторая лягушка решила грести дальше. Гребла она, гребла, и вдруг почувствовала, что стоит на чем-то твердом. Оказалось, что она сбила молоко в масло. Так и выбралась. Бір ыдыста тұрған сүтке екі бақа байқамай түсіп кетеді. Біреуі шыға алмайтынына көзі жетіп, қарсыласудан шаршап, қарсыласуын тоқтатып, батып кетеді. Ал екіншісі шыға алмайтынына көзі жетіп тұрса да, арпалысқанның бәрі бекер сияқты көрінсе де, жұмысын тоқтатпай, ары қарай тырысып, қарсыласа береді. Аяқ қолын қозғалтып, қимылдап жұмыс жасай бергесін, сүт майға айналады. Сөйтіп әлгі бақа ыдыстан секіріп шығады, өзі аман қалады. Кто герои рассказа? Что с ними произошло? Мына әңгіменің кейіпкерлері кім? Герои рассказа две лягушки. Они упали в кувшин с молоком. Почему первая лягушка утонула, а вторая осталась жива? Неге бір бақа батып кетті, а екіншісі аман қалды? Первая лягушка не старалась, она быстро сдалась. Вторая осталась жива благодаря своим стараниям, усердной работе. Выбери для себя задание. Допиши. Одна лягушка решила, что ничего не получится. Две лягушки попали в кувшин с молоком. Что значит гребет лапками? Выбери правильное утверждение. А. Делает движение в воде лапками. Б. Прыгает по земле. Гребет лапками, значит делает движение в воде лапками. Ответ будет А. Расскажи последовательность событий. Мәтіннің мазмұнын қысқаша айтып бер дейді. Упражнение 4. Найди предложение. Назови выделенные буквы и их звуки. Перед нами буквы. Вам надо найти предложение. Получается такое предложение. Урок – это большой труд. Назови выделенные буквы и звуки. У, О, У. Вспомни. Ударение – это выделение голосом одного из слогов. Гласный звук в ударном слоге называется ударным. Остальные гласные в слове безударными. Екпін. Ударение бұл екпін. Қай дауысты дыбысты біз созып айтамыз, ол дауысты дыбыс ударный болып саналады. Екпінсіз дауыстыларды безударный деп айтады. Переделай вопросы и ответы так, чтобы слова-предметы стояли в единственном числе. Вам даются вопросы и ответы во множественном числе. Звуки какие? Звуки гласные. Какие бывают гласные звуки? Гласные звуки бывают ударные, гласные звуки бывают безударные. Теперь нужно написать в единственном числе. Звук какой? Звук гласный. Каким бывает гласный звук? Гласный звук бывает ударным или безударным. Дауысты дыбыс екпінді және екпінсіз болады. Упражнение 3. Творческая работа. Составь из данных слов текст и запиши. Берілген сөздерден мәтін құрастыр.
Ученица прилежная, тетради, учебники держит в порядке. Ученик старательный, уроки хорошо делает. Эти дети успехов в жизни достигнут. Алия прилежная ученица. Она тетради и учебники держит в порядке. Обращается с ними аккуратно, не рвет, не рисует на них. Санжар старательный ученик. Он хорошо относится к учебе, всегда учит уроки, делает домашние задания. Эти дети достигнут в жизни успехов. Узнай из толкового словаря значение слов старательный, прилежный. Старательный значит делающий старательно, добросовестно, усердно. Прилежный значит усердный, старательный. Если учитель обращается к тебе с просьбой «старайся», то что это значит? Если учитель тебе говорит «старайся», это значит в следующий раз выполни работу еще лучше. Упражнение 5. Прочитай и сравни. Выдели голосом ударный слог. Еңбек, еңбекқор, сабыр, сабырлы, жалқаулық, жалқау. Трудиться, трудолюбивый, терпение, терпеливый, лень, ленивый. На какой слог падает ударение в словах на казахском языке? Что ты можешь сказать об ударении в словах на русском языке? Қазақ тіліндегі және орыс тіліндегі сөздердің екпінін салыстыр. В словах на казахском языке ударение падает на последний слог, соңғы буынға түседі екпін. В словах на русском языке ударение может стоять и в начале, и в середине, и в конце слова. Упражнение 6. Зрительный диктант. Внимательно прочитай эти словосочетания. Запомни. Мына сөз тіркестерін оқып, есіңе сақта. Закрой учебник и запиши их в тетрадь по памяти. Кітапты жапта, қарамай жазып шық. Прилежный ученик. Интересная книга. Дружные ребята. Жазып болғасын, слова признакидың астын ирек-ирек қылып сыз. Задай вопросы от слов предметов к словам-признакам. Почему разные вопросы? Енді сөздерге сұрақ қоямыз. Ученик какой? Прилежный. Мужского рода. Книга какая? Интересная. Женского рода. Ребята какие? Дружные. Множественное число. Вопросы получились разные, потому что род и число разные. Упражнение 7. Вставь в текст подходящие по смыслу слова сегодня, завтра. Нүктенің орнына бүгін, ертең деген сөздерді қойып шық. Завтра поучусь, а сегодня погуляю, говорит ленивый человек. Жалқау адам, ертең оқим сабақты, бүгін қыдырамын деп айтады. Завтра погуляю, а сегодня поучусь, говорит прилежный человек. Ақылды адам, ертең қыдырам, бүгін сабақ оқимын деп айтады. О каких чертах характера человека говорится в тексте? В тексте говорится о трудолюбии и лени. А ты часто откладываешь на завтра то, что нужно сделать сегодня. То, что нужно сделать сегодня, лучше на завтра не откладывать. На завтра откладывают ленивые люди. Упражнение 8. Составь предложение. Используй слова прилежный, ленивый. Нүктенің орнына осы сөздерді қойып шық, сөйлем құрастыр. Ленивая девочка плохо выполняет уроки. Прилежная ученица всегда готова к урокам. Жалқау қыз сабақты дұрыс орындамайды. Ақылды қыз сабаққа үнемі дайындалады. Слова-признаки подчеркиваем волнистой линией. Какие черты характера человека тебе нравятся? Мне нравятся прилежные, трудолюбивые люди. Маған еңбекқор, ақылды адамдар ұнайды. Упражнение 9. Порассуждай. Как ты понимаешь эту пословицу? Труд человека кормит, а лень портит. Мына мақалды қалай түсінесің? Түсіндір. Труд человека кормит, а лень портит.
означает, что труд в жизни человека очень важен. Не будешь трудиться, ничего не добьешься. Лень приводит к плохим последствиям. Ты в жизни ничего не добьешься.